Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 9 сентября 2020 года. Это среда. Посмотрим, что будет в этот день. Карта девятка мечей. Когда мы любим переживать и ничего не делать. Думаем, что просто переживаниями мы можем решить вопрос. Достанем карту для отношений, для работы, для финансов. Хорошо. Для здоровья и итог дня. Подсказывать будем на цыганской колоде. Итак, у нас выпадает девятка мечей. Карта, когда у нас очень сильно действует наш страх. Страх оказаться в какой-то ситуации, страх что-то потерять, страх, когда нас кто-то осудит, когда не осуществится какое-то наше желание. В общем, страхом может быть, послужить страху может быть абсолютно что угодно. Да? Все, что вот нас сейчас трогает, задевает. Давайте посмотрим, что же больше всего тут мы боимся. В основном с отношениями связано. Потерять расположение какого-то человека, боязнь, что он уйдет от нас, или, может быть, мы рассоримся, он нас не поймет, не примет наши желания. В общем, все, что угодно, не позаботится о нас. Или, может быть, что он нас разлюбит. В общем, карта такая, что мы можем переживать сколько угодно, но если мы делать ничего не будем, то ничего и не решится. То есть страхи эти, они как раз потому и существуют, потому что мы не действуем. Как только мы начинаем действовать, страхи сразу же уходят. Если, допустим, нам нужно поговорить с человеком, не надо откладывать, сразу поговорить. Нужно совершить какой-то шаг в плане работы, допустим, да, надо начинать что-то делать. В общем, конечно же, здесь нужно подумать, прежде чем делать, нужно понять, может быть, прошлые свои ошибки какие-то, да, прежде чем приступать к новому, свои сильные стороны определить. Но чтобы все-таки после того, как уже все было проанализировано, надо как можно быстрее совершать действия. Обычно мы по девятке мечей уже все проанализировали, и мы уже знаем и слабые стороны, и сильные, и все. Просто продолжаем бездействовать. Вот здесь самое главное, вот как можно скорее начать что-то делать. Не сидеть на месте, не думать о страхах, не думать о негативе. А иногда даже стоит проиграть негативный сценарий, вот по тройке пентаклей заранее, да. Вот что будет, если мой страх реализуется? Как я буду тогда действовать? Как я буду жить? Кто меня будет окружать? Сколько у меня будет денег? Какая у меня будет работа и так далее. То есть проиграть ситуацию заранее в хорошую сторону, в плохую сторону и успокоиться и начать действовать. Что будет мешать? Будет мешать король кубков. Когда мы заедаем, запиваем свои эмоции, свои страхи и не решаем. Поговорили по душам с кем-то, да, и опять ничего не решили. То есть вот таким вот образом не стоит действовать сегодня. В отношениях девятка кубков. Вот здесь наши собственные переживания, чувства, желания выходят на первый план. То есть мы хотим, чтобы нам дали, мы хотим, чтобы у нас было что-то, но при этом думать о другом человеке не хотим. Ну, такой день просто. Хочется нам себе тоже счастья, хочется удовлетворения своих желаний. И здесь, может быть, это и хорошо, да, может быть, сказать нужно об этом своему партнеру, если это не перегиб какой-то. Если же здесь слишком чего-то, да, много, то вот может быть неприятная ситуация, когда партнер просто возмутится, да, вот как бы нашему эгоизму и так далее, слишком непомерным желанием. Поэтому вот эта карта, девятка кубков, это исполнение желаний. Но так как мы в паре находимся, нужно проследить за тем, чтобы исполнялись желания и одного, и другого сразу, ну или по очереди, да, то есть надо как-то договариваться. Тогда все будет в порядке. Тогда это действительно будет радостная карта. Для тех, кто в поиске партнера, шестерка червовая. Вы можете как раз встретить человека по своему желанию, может что-то поменяться.
в вашей жизни. Но есть опасность того, что вот как раз вот такого эгоиста встретите. Человек, который удовлетворяет только собственные желания. Либо вы можете вдруг сегодня себя так повести, что вот чтобы только все по-вашему было, да, без учета желаний других людей. То есть, ну, вот может быть и такое. Для тех, у кого есть уже партнер, дама червовая. Здесь вот может быть, опять же, знаете, концентрация на себе. Почему? Потому что какие-то перемены происходят в жизни, и нам, может быть, не хватает любви, не хватает заботы, не хватает просто элементарного там отдыха, да, вот как-то мы слишком заботимся о других людях, и нам как бы и себя обделяем все время. И может быть тогда в таком случае наоборот нужно сделать для себя такой выходной, да, и удовлетворить все свои желания. Отдохнуть, там вкусно покушать, красиво одеться, куда-то сходить. В общем, какие желания есть, нужно их удовлетворить. И, скорее всего, сегодня нам не нужен никто, чтобы мы действительно вот исполнили все свои желания. Может быть, даже нам в одиночестве хочется побыть, и желательно себе это обеспечить. Вот для того, чтобы не было претензий потом к партнеру. То есть самим себя порадовать нужно сегодня. И тогда, видимо, вы слишком долго о себе забывали, и это просто необходимо вам. Если же, допустим, здесь ситуация как бы особых требований, допустим, я хочу, чтобы партнер делал то-то, да, то здесь сложно может быть. Здесь все-таки со своими желаниями надо разбираться. Не принуждать партнера к чему-то, да, а вот понять, чего мы хотим, и дать себе это. От нас зависит здесь от наше счастье. Теперь те, кто в ссоре, девятка червовая. Может быть новая встреча, может быть новый человек совершенно, да, и вы забудете вообще об этих отношениях. Либо перемены могут быть, наконец-то вы, допустим, поймете, что зря поссорились, или поймете, что не один партнер виноват, да, и как-то сможете договориться, как-то перемены могут произойти в такую сторону. Для работы. В работе может быть отдых, а может быть нужно менять какие-то цели и планы, связанные с работой, а может быть и саму работу нужно менять. Все зависит от вашей конкретной ситуации. Но четверка мечей – это всегда переделать, пересмотреть, передумать. Может быть, ситуация как раз того требует, может быть, то, что вы задумали раньше, может быть, для этого была другая ситуация, да, теперь ситуация изменилась, и вам нужно менять планы свои. Для тех, кто в поиске работы, вот, скорее всего, подвернется какая-то работа, на которую вы не рассчитывали, да, не планировали вы ее, и, может быть, стоит согласиться, здесь получится. Теперь для тех, кто уже работает, карта какой-то сделки. Если, допустим, что-то не поддается, плохо продается, да, не идет что-то вот связанное с коммерцией, с договоренностями, с деньгами, вот, скорее всего, вы как-то неправильно действуете, что-то не то говорите, не те слова употребляете. Вот нужно проанализировать все и как-то передоговориться, да, то есть... Если, допустим, что-то связанное у вас здесь с коммерцией, то вот если вы будете продолжать дальше так, как сейчас, то ничего не достигнете. Вот что-то менять вам нужно в своем поведении, в своих словах, в своих мыслях, в своих планах и так далее. Также вот эта карта очень часто указывает на индивидуальное предпринимательство. Может быть, вы как раз человек такой, которому своим делом лучше заниматься, а вы, допустим, наемный сотрудник, да, и, может быть, вам стоит попробовать, допустим, во время отпуска попробовать что-то делать или параллельно, но в любом случае как-то вам здесь нужно по-другому посмотреть на ситуацию. А для тех, кто своим делом занимается... Здесь вот карта какой-то удачи у вас. Вот с одной стороны что-то не ладится, что-то нужно переделывать, да, или усталость какая-то накопилась, уже не понимаете, что происходит. С другой стороны, вот этот период какой-то задержки, он вам на благо. Что-то в это время очень важное может произойти. Либо
какая-то возможность откроется, новый человек придет, какие-то правильные мысли придут, какие-то результаты появятся в это время, ситуация какая-то закончится очень благополучно, независимо от вас. Причем здесь может быть помощь от близких, от друзей, которые вот вам придут на помощь. Для финансов выпадает туз кубков. Шанс заработать, шанс открыть новое направление в деятельности, шанс новых каких-то финансовых поступлений есть в этот день. Но опять же, это только шанс. Тузы, они силой обладают очень большой, но от нас зависит, взять или не взять. Мы можем так дальше продолжать думать, да, переживать, бояться и ничего не сделать. А для тех, кто на зарплате, карта говорит о том, что если вы постараетесь, да, вот что-то успеете, может быть, к сроку, вы можете денежки получить сегодня. И для тех, кто своим делом зарабатывает, это какое-то новое направление, которое в будущем принесет деньги, которое вам сейчас нужно осваивать, а вы боитесь, скорее всего. А теперь здоровье. В здоровье выпадает 5 кубков. Наши страхи, опять же, портят нам жизнь, портят нам здоровье. И обычно, когда мы вот так долго позволяем переживать себе какие-то эмоции, может быть, мысли какие-то в голове гонять, обычно может у нас это уходить в подсознание, да, как психосоматикой такой. Поэтому здесь как бы и для здоровья тоже такая ситуация плохая. То есть действовать лучше, чем не действовать. Ошибаться лучше, чем сидеть и ждать, когда что-то произойдет. Потому что даже здоровье ваше против, да, наше, когда мы так делаем. 9 трефовая. Обманываем себя, может быть, рисуем себе какие-то препятствия, да, или еще как-то себя обманываем, не делаем чего-то важного, да, из-за этого страдает наше здоровье. Теперь итог дня. Маг. Все-таки, скорее всего, многие из нас шанс используют, потому что маг – это все-таки использовать возможность, начать что-то делать, когда мы уже все-таки какой-то шаг совершили, хотя нам было тяжело, да, вот это замечательно. Либо, если, допустим, мы все-таки не решились сегодня на что-то, вечером мы можем принять решение и все-таки сделать вот этот шаг, который от нас требуется. Мы можем куда-то поехать, мы можем начать новую работу, новое направление в финансах открыть, новые отношения начать, все что угодно. Карта Маг очень мощная, могущественная. Она говорит о том, что мы можем использовать все, что есть в нашем распоряжении и продвинуться на новый уровень, начать сначала, начать с нуля, начать надолго какой-то проект, какие-то отношения и так далее. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.